Дорогие друзья, у нас сегодня уникальный мастер-класс. Мы в Доме дружбы народов русской общины. И мастерица русской общины Екатерина расскажет нам, как изготовить не просто куколку, а уникальный оберег. Ну, для начала вообще узнаем про проект. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у нас красавица Екатерина. Екатерина, мы видим здесь на выставке представлено очень большое количество разнообразных кукол. Расскажите, пожалуйста, что это за куклы, какой смысл они несут? Да, я начну вообще изначально с создания самого проекта. В сентябре 2024 года появился наш проект, родился. И с октября мы уже начали проводить мастер-классы в школах, на мероприятиях в Доме дружбы народов. Значит, родилось вообще, проект назван «Параскева» в честь вот красавицы. Вот их две разные предоставлены. Что это за куколки? Этот оберег, он для творческих женщин. То есть он помогает в творчестве, он помогает в жизни, он помогает в семье. Значит, вообще сами обереги, они делятся на обрядовые, обережные, вот, игровые. Значит, сама Параскева, если у нас как обрядовая и обережная идет, да, сегодня я вам буду показывать подорожницу, наш оберег. Он изготавливается мужчинам, именно женщинами. Вообще обереги изготавливаются женщинами, старшей женщиной в семье, то есть которая повидала жизнь. Мужчина в процессе изготовления оберегов не должен присутствовать в помещении. Вот. Он изготавливается, вообще и их делают из старой одежды. Вот, то есть женщина, которая одежду носила, и чтобы большую силу оберег имел, то есть она делает из своей старой одежды. То есть это ее энергия передается своему мужчине. И вот эти подорожницы, допустим, делались путникам, воинам. В данное время с волонтерскими организациями мы как раз-таки изготавливаем. Мы изготавливаем наших подорожниц, мы изготавливаем голубей, мы изготавливаем ангелочков. Это как раз те обереги, которые несут, в них такой смысл просто вкладывается. Вот если бы вы присутствовали на каком-то мастер-классе, то есть, допустим, детки, они очень верят в то, что они имеют силу, и вот там есть волшебная ниточка, когда мы будем изготавливать, вы увидите, там есть волшебная ниточка, просто они мне так наговаривают. Я вам честно скажу, мы плакали. Просто когда детки держат вот так в ладошки и нашептывают на эту ниточку. Это очень трогательно, это очень интересно. Все так мы и влюбились в принципе, то есть во все вот эти обереги. Оно стало постепенно расти. Насколько вообще отзываются люди на такую вот традиционную русскую культуру? Поначалу мы не понимали, то есть как это все будет, какой отклик будет идти. Работа с детьми, конечно, она очень интересная. Но дети есть дети, им всегда все новое и интересно. Далее на каких-то мероприятиях мы начали проводить, допустим, уже и смотрим, что взрослые люди подключаются. Интерес есть. Я думаю, что можно начать своими руками что-то делать. Давайте покажем, как сделать первый оберег. Мы сейчас в светлице славянских традиций. Вот. Екатерина, спасибо большое за приглашение. Здесь прям очень все фундаментально, мне кажется, продумано, сделано, да, то есть мы видим какие-то предметы быта, очень много кукол, но расскажите скорее, что мы сегодня будем мастерить. Сегодня мы будем изготавливать оберег подорожница. Как правило, мы его изготавливаем на СВО, отправляем нашим бойцам. Им они очень тоже полюбились. Сейчас расскажу, значит, такой оберег изготавливается для путников и воинов. Как вы видите, есть у нее в руках узелочек. Вот пощупайте, как думаете, что там внутри есть? Так, я бы сказала, что там монетка. Ага. И как будто бы просто, может быть, что-то семечки. Хорошо. Монетка для чего? Не знаю, чтобы вернулся домой? Монетка для того нужна, чтобы материально как-то мог одолеть этот путь, скажем так, да, путник. Вот. Внутри у нас находится гречка. Там любая крупа может быть. Есть ли какие-то, не знаю, особенности, что из чего это должно быть сделано? Что в котомке мы уже разобрались, а вот остальная ткань? Остальная ткань должна быть натуральная. То есть это ХБ,
хлопчатобумажная ткань. Вот. Также в процессе изготовления вы сейчас увидите, что вообще внутри находится, из чего это изготавливается. Но главный критерий, чтобы ткань была натуральная и хлопчатобумажная. Изготавливается это женщинами. Если изготавливаете именно как сильный оберег, хотите изготовить для кого-то близкого, для мужчины семьи, то, значит, изготавливаете из своей старой одежды какой-то. Вот. Если вы кому-то в подарок, то можно изготовить из новой ткани, но желательно минимально использовать острые предметы, то есть ножницы и прочее. Но сейчас, когда мы будем с вами изготавливать, я вам покажу и расскажу. Хорошо. А это все получается у нас традиционное ремесло, да, получается. И исходя из этого, то есть мы не берем острые предметы, чтобы не было оружия вокруг того, кому мы будем дарить. Да. Оружие острых углов, как говорится, чтобы ничего не могло поранить. Сколько времени примерно уходит на то, чтобы изготовить такой вот оберег? Обычно по-разному. То есть, когда мы делаем его постоянно, времени очень мало уходит. Это минут 15, наверное, 20 максимум. В общем, это вроде бы не так сложно, но нужно набить руку. Да. А так, когда мы изготавливаем, допустим, с детками, либо какие-то мастер-классы проводим, то есть представьте, 10 человек даже сидит за столом, и каждому нужно помочь. И то есть они ждут друг друга. И вот по итогу получается, что изготавливается минут 40. В общем-то, тоже больше. Новичок может изготовить в течение часа. Да. Давайте попробуем. Я никогда ничего подобного не делала. Мне очень интересно. Хорошо. Сейчас я уже ткани заранее подготовила. Что-то нарвала, что-то, естественно, так как ткани новые мы с вами делаем, то есть без ножниц уже никак не обойтись, поэтому вот если прямые углы еще можно как-то разорвать ткань, то по косой мы уже никак не можем, поэтому используем ножницы. Так. У нас разных цветов ткань, да, получается такая яркая. Да. Мы сейчас с вами разложим. Значит, вот это у нас туловище. Такой вот прямоугольник. Да, это ручки. Это ручки. Это фартучек. Вот сюда то есть платьишко. размер зависит пропорционально просто, да? Да, все высчитывали, рассчитывали и уже нарывали ткань, На куколку вернее. вот такой высоты, где-то сантиметров 10, да, она у нас? Да. Нужно вот такие вот небольшие кусочки. Кукла такая должна быть, кстати, обязательно размером с ладошку. То есть... Да, и путник, как правило, ее не показывает. То есть вот смотрите, в ладошке спряталась, все, ее не видно. Вот. И стараются, именно она когда как сильный оберег идет, то есть стараются ее посторонним не показывать, то есть, чтобы не сглазили, как говорится, наш оберег. Хорошо. Итак, приступим. Значит, ткань мы с вами подготовили. Вот. Нам сейчас нужна будет вата. Так, я беру вот ткань для тела, да, получается? Ткань для тела, берем большой квадрат. С натуральной ватой получается лучше с натуральной ватой нужно изготовить. То есть, если соблюдаем традиции, да, предков, то вата же хлопчатобумажная. Хорошо. Крутим шарик. В процессе изготовления вот на столе, видите, у нас красные нити лежат. Нити тоже натуральные? Нити, да, нужны натуральные и именно красного цвета. Вот. То есть красный, красивый, защитный, это все вот... Да, это все о красных нитках. Так, теперь в центр кладем. Вот так уголочек делаем. То есть складываем как косыночку. Выбираем красивую сторону, то есть где у нас будет лицо. У нас там не должно быть складок. То есть да, вот вы правильно делаете. На себя удобнее это делать. Как по мне. Вот вы тоже сейчас так же делаете. Вот, смотрите, у нас личико ровненькое. Сформировали. Крепко держим. Берем ниточку. Удобнее будет зафиксировать, вот так зажать мизинцем и прокручивать вот так, чтобы удобно было подтягивать. 2, 3. 3 оборота обязательно нужно сделать. 3 оборота сделали. Оборвали ниточку. И сзади завязываем. 1 узелок. 2 узелок, чтобы закрепить. Так. И 3 узелок. Как думаете, почему 3? Да, вот вопрос сразу рождается, почему 3?
Но как вы думаете, почему 3? Ну, я бы предположила, что это триединство. Все верно. Потому что 3, во-первых, это нечетное число. Кончики. Число жизни, скажем так, да, наверное. Кончики нужно Кончики отрывать. можно отрывать, можно отрезать ножницами, если оно плохо отрывается. Так, далее. Тело мы, значит, изготовили. Далее. Мы с вами сделаем сейчас, давайте, наверное, мы изготовим котомку. Вот у нас есть такой веселый квадратик с зайчиками. Он тоже достаточно большой, да? Да. Сейчас мы его выкладываем. И вот у нас есть волшебный сундучок с монетами. Выбирайте. Наугад любую? Да. Хорошо. Ну, пусть будет такая. Кладем в центр квадратика. Далее у нас есть мешочек. В мешочке как раз-таки у нас гречка, о которой мы с вами говорили, крупа. А обязательно гречка? Нет, не обязательно. То есть любая может быть крупа. Кто-то кладет землю еще в котомочку. То есть чтобы родная земля давала силы. Чтобы человек как бы не забывал. А сколько нужно класть? У меня мало, много. То есть по желанию, вот оно как-то, знаете, я не могу это объяснить, оно само всегда просится. Количество, размер. Ну, что, главное, Это как чтобы мужчина был хорошая сытый. хозяйка готовит на глаз. Да, все на глаз. Вообще у творческих людей, как правило, бывает такое, вот, знаете, не могу объяснить, но бывает такое, вот все само просится цвет одежды. Вот, кстати, можно отвлечься, я расскажу быстренько про Параскеву, как первая создавалась. Мы разговаривали с вами про проект, и вот это была первая Параскева. Вот. Вот эта красавица, то есть я ее сделала, основание сделала, все сделала. Вот эту белую часть я сделала, а одежду, представляете, начинаю делать и не могу. Эту не хочу. Я очень долго ходила, думала, как ее надеть. Потом вернулась просто в комнату, села, и вдруг вот эта ткань, прямо она как-то вот на глаза упала. Я думаю, в общем, она сама выбрала себе одежду. И очень часто обереги вообще стоит изготавливать в хорошем настроении. То есть, когда человек не болеет, тот, который изготавливает, чтобы он не болел. То есть, это тоже немаловажный фактор. И вот оно все само как-то просится. Я не могу это объяснить. Раньше, там, когда что-то мастерили, что-то плели, что-то вязали, пели песни, там, еще какие-то. Есть ли вот у вас какие-то традиции? Вы что-нибудь, может, слушаете, поете, рассказываете? Вот я как раз-таки вот сейчас вот вам рассказывала, что все само просится. Было одно мероприятие 4 ноября «Слово и дело». На нем мы, значит, проводили мастер-класс, изготавливали подорожницу да, только подорожницу изготавливали. И с нами вместе сидел коллектив, ансамбль, вернее, «Раздолье». И вот, знаете, вдруг в какой-то момент я говорю: девочки, давайте споем. И мы начали петь, то есть мы не поняли, как это случилось, просто мы запели песню «Гляжу в озера синие». Здорово. Песня такая хорошая. Да. Так, мы остановились на котомке. Что с на ней котомке. делать? Далее берем ниточку нашу, которая Какой у нас длины была. примерно? Просто берете пока моточек, прикладываем к пальцу и смотрите, можно сделать 3, кто-то делает 3 оборота, кто-то 9 оборотов, да, но мы будем с вами все-таки 9 делать. То есть Так, а кончик? вот вы сделали вот так, зафиксировали на пальчике. Теперь вот оборот у нас уже есть. Теперь 2 оборота. На палец сильно не наматываем, потом мы не снимем. И говорите в этот момент какие-то пожелания вот своему, значит, для того человека, которому делаете оберег. То есть там добра, здоровья, там, любви, доброго пути. То есть вот какие-то вот слова нашептывайте от души именно. То есть что вы хотите, чтобы человек в пути испытывал, чтобы он знал то, что вы ему желаете.
Вот, у меня 9 оборотов готово. Оборвали ниточку и кладем сюда в серединку котомки нашей. Все наши пожелания. Можно вообще намотать сначала на пальчик, потом подержать вот так в руках и пожелать все, что хочется. Как раз-таки дети на изготовлении, когда мы изготавливаем обережные наши вот подорожницы на СВО для ребят, детки прям очень с таким трепетом, с таким волнением каким-то, не знаю, с такой верой в то, что действительно вот этот оберег поможет. И вот очень многое желают, и первое время это вызывало слезы. Все, пожелали? Угу. Кладем, и вот уголочки мы сейчас собираем друг к дружке. К центру их собрали. Угу. Вот. И теперь оставшийся материал, то есть мы закрываем таким вот образом. И тоже завязываем. Да, и завязываем каким образом? 3 узелками. 3 узелками. И 3 оборотами. 3 оборотами, 3 узелками. Раз, два. Так, наверное, кончики надо оставить, да? Да, мы оставляем. Сейчас я покажу все. Угу. Все. Так, 2. завязала. Если гречка высыпалась там, ну или крупа изнутри, ничего страшного, значит она вот, наш оберег посчитал, что она лишняя. Так, далее. Теперь у нас есть вот такой длинный материал. Угу. Мы его складываем. То есть так как мы его рвали, Угу. нам нужно сложить вот эти края необработанные вовнутрь. Вот таким вот образом. Хорошо. Далее. Вот таким вот образом получается у нас ручки. Теперь мы возьмем наш сундучок и сделаем вот так. То есть эффект утюжки будет. Об стол, наверное, Об стол не получится, потому что здесь скатерть. Так можно сделать это об стол или какой-то вот угол. Угу. Угу. Ну, что-то получилось. Угу. Теперь вот так складываем. Ой, как это? Просто напополам, да. Таким вот образом. Ткань, так как она новая, на ней складочка, видите, сразу появляется. То есть мы серединку нашли. Теперь к этой серединке нам нужно примотать нашу котомочку. 3 оборота, 3 узелка. Ой. Если не хватит, ничего страшного, можно взять новую нитку и новой ниткой сделать. Просто 3 узелка нельзя? Или будет слишком? Ну, желательно, конечно, 3 оборота, 3 узелка сделать. Но... Так, ну хорошо. Давайте попробуем. Вот видите, в процессе изготовления я даже забыла сказать вам, что нитку нужно подлиннее оставлять. Так, вроде бы, я подумала, завязывать хватит, а вот на 3 оборота, конечно, не хватит. Ну вот вы скажите, вас вообще увлекает вот данный процесс сейчас? Да. Я вообще очень редко, к сожалению, что-либо делаю руками. Вот, поэтому мне очень интересно. Не получается, сейчас я помогу. Вот эти маленькие хвостики, видите, приходится ножницами обрезать. Так, вот сейчас мы сделаем. Вот руки. Давайте. Так, 3 оборота. Кстати, когда мы стали ходить вот на мастер-классы, обратили еще один очень такой момент, он меня как-то удивил очень сильно, что оказывается, не все дети умеют завязывать узелки, независимо от возраста. Ну, это, наверное, какая-то тенденция, что сейчас все готовое. Да, то есть даже обувь та же на липучках. Да. Спасибо большое. Поэтому детей нужно учить завязывать узелки. Так, это у нас ручки, котомка и... Так, сейчас мы котомочку с ручками пока откладываем в стороночку. Теперь я вам хочу облегчить работу на данный момент, да? То есть, чтобы мы много узелков не делали, я надеюсь, у вас тоже получится. Смотрите, к серединке мы прикладываем наш фартучек. То есть мы совместно, просто оно завязывается по отдельности. Отдельно фартучек, отдельно юбочка. Вот мы сейчас с вами попробуем изготовить так. Приложили. Теперь
берете вот эту часть и на лицевую сторону вот так прикладываете. И у нас должно быть чуть-чуть, вот так, видите, расстояние, то есть чтобы ниткой это прихватилось. Так. А, здесь я завяжу, и оно вывернется. Да. То есть мы сейчас будем с вами делать тюльпан вот таким вот образом. Так, складываем. Вот у меня, допустим, обработанная сторона ткани, да? Я ее кладу наружу. То есть и она когда закроет вот эту часть, которая не обработанная. Примерно так. И теперь аккуратненько, аккуратненько собираем наш вот этот тюльпанчик такой получается. Смотрите. Оп. Так, я сейчас завяжу быстренько и помогу тогда. Раз, два, три. Сейчас узелки завяжу, покажу вам. Еще раз для тех, кто редко что-то делает. Сейчас покажу. Так, понятно. Куколку мы кладем сюда. Да, Это мы должны именно закрыть? лицом. Именно лицом вниз туда, к Так, фарточку. всё, лицо вниз, Потому что положили. фарточка у нас будет сверху А тюльпан и как спереди. складываем? Так, сейчас третий узелочек завяжу и покажу. Складываем напополам. Вот эту часть мы кладем сюда. Так. Вот эта часть кладется сюда. Вот это сюда. Теперь вот таким вот всё, образом. сборочка Да, получается. сборочку делаем. Все, теперь понятно. И у нас юбка получается вот такая... Объемная. Объемная, да. Все со складочками. Здорово. 3 оборота, 3 узелка. И потом мы выворачиваем. И получается у нас вот такая красавица. Потрясающе. Вроде бы все так просто и очень интересно. Особенно, мне кажется, делать с детьми. Да. Детям очень нравится. Дети, они еще... у них такая вера в силу вот этого всего. Ну, взрослые тоже в это верят, скажем так, да? Но в силу каких-то обстоятельств, может быть... Но эмоций немножко меньше. Да. А у деток глаза светятся. Такие счастливые. Посмотрите, посмотрите, я там сделал. Помогите, у меня не получается. Так, Вот. вроде что-то получилось. Получилось, да. Мы подправляем, и вот она у нас как раз встает. То есть из плотной ткани хорошо, чем хорошо делать, то что она, смотрите, она просто стоит у вас. То есть подставки Здорово. какие-то что-то не Даже нужны. не верится, что это сделала своими руками. Так, теперь вот эти ручки же мы с вами сделали. Ставим нашу красавицу. Берем котомочку. Почему делаю стоя? Чтобы удобно было рассчитывать расстояние. То есть, смотрите, она так, ручки фиксируются где-то в районе ушей, скажем так, образных ушей. Зафиксировали. Зафиксировали. И 3 оборота, 3 узелка. Так. Тоже за шею. Да? Ну, образно, где же на шее примерно, да? Да. Кстати, немаловажный момент, да, по поводу, почему безликие обереги. Лица не рисуют, чтобы никто не мог вселиться в этот оберег. Ну, какой-то злой дух, плохой там. Поэтому лица никогда оберегом не рисовали. Отлично. Так. Вот у нас получилось. Ручки мы спрячем сюда. То есть ткани специально я сегодня брала разных цветов, чтобы было наглядно видно. То есть платье один цвет, Фартук косыночка, другой, да. косыночка третий. Да. Значит, немаловажно, вот такой, вот так складывайте переднюю часть косыночки. Она же у нас не обработанная, поэтому складываем. И вот таким вот образом прикладываем. Дальше мы вот так подгибаем. Вообще способов завязывания косынок очень много. Вот. И вот когда вот так прокручиваете, видите, то есть она так аккуратненько смотрится. Вот, мы Пожалуйста. завязали идеально косыночку. Такая куколка у меня получилась. Ну, спасибо большое. Вот такая замечательная куколка у нас получилась. Очень быстро, очень понятно. Я надеюсь, что очень полезно было всем узнать, как изготовить такой оберег для родных, близких, любимых людей. Можно в качестве подарка, можно в качестве презента, чтобы люди знали, что дорогие и близкие, что вы их любите. Но самое главное, очень просто и легко. Спасибо. Вам спасибо, что пришли.